Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим на тему правовой охраны селекционных достижений и традиционных знаний. Когда члены общины вводят новшества в рамках традиционных знаний для защиты своих инноваций, они могут использовать патентную систему. Однако традиционные знания как таковые – это знания, которые имеют исторические корни и часто носят неофициальный и устный характер, не защищены традиционными системами интеллектуальной собственности. Это побудило некоторые страны разрабатывать свои собственные sui generis, специфические специальные системы для защиты традиционных знаний. Традиционные знания – это знания, методы, способы, в том числе с использованием генетических ресурсов, применяемые в различных областях человеческой деятельности, которые передавались из одного поколения в другое в определенном порядке и, конечно же, значении. При этом традиционные знания, которые могут нанести вред жизни и здоровью человека, а также окружающей среде, правовой охране не подлежат. Отличным примером традиционных знаний могут служить виды боевых искусств или йоги, лечебные средства, как мумиё и женьшень. В настоящее время многие инициативы предпринимаются в целях документирования традиционных знаний. Это может помочь в охране традиционных знаний, например, путем предоставления конфиденциальной или секретной записи традиционных знаний, предназначенной только для конкретной общины. Официальная документация и реестры традиционных знаний оказывают поддержку некоторым системам специальной охраны, тогда как базы данных о традиционных знаниях, такие как база данных, например, Индии по традиционной медицине, играют определенную роль в защитной охране. Эти примеры демонстрируют важность обеспечения того, чтобы документация о традиционных знаниях была связана со стратегией в области интеллектуальной собственности и не находилась в политическом или правовом вакууме. Обладателями традиционных знаний являются местное сообщество, физические и юридические лица любых форм собственности, которые владеют этими знаниями. Генетические ресурсы сами по себе вообще не являются интеллектуальной собственностью, они не относятся к творениям человеческого разума и, следовательно, не могут быть непосредственно защищены правами на интеллектуальную собственность. Тем не менее, изобретения, основанные на генетических ресурсах или разработанные с их использованием, в связи, например, с традиционными знаниями или нет, могут быть патентоспособными или защищенными правами селекционеров. Что же нужно для патентования? Во-первых, заявка представляется на двух языках и должна содержать: первое – это заявление о регистрации и предоставлении права пользования. Второе – это конкретное и полное описание, а именно место происхождения знания, описание генетического ресурса, области применения, сведения о ранее изданных публикациях. Название должно соответствовать сущности объекта. К заявке нужно приложить как минимум официальный документ, подтверждающий практическую применимость традиционных знаний и положительный результат, а также заключение компетентного органа о том, что заявитель является членом местного сообщества или находится в локации, где есть это знание. Какие же размеры пошлин за регистрацию? Назначение пошлин, размеры, конечно же, указываются в сомах. И подача заявки и ее рассмотрение будет стоить где-то в 1080 сомов. Регистрация и выдача свидетельства в 900 сомов. Публикация в официальном бюллетене сведений 540 сомов. Продление срока действия свидетельства 863 сома. Регистрация договора на использование и внесение изменений в госреестр 1080 сомов. Все это вы можете увидеть сейчас на экране. При этом есть льготы по уплате пошлин. Они предусмотрены для участников Великой Отечественной войны или лиц, приравненных к ним, а также лица с инвалидностью, физические лица уплачивают 10% размера пошлин. Некоммерческие организации оплачивают 30%. В случае с селекционными достижениями патент выдается на основе критериев охраноспособности. Какие же это критерии? Первое – это новизна. Селекционное достижение считается новым, если на дату подачи заявки и на выдачу патента семена или племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом другим лицам селекционерам, его правопреемникам или, например, согласия других для использования селекционного достижения. Также новизна считается, когда ранее, чем за 1 год до этой даты на территории другого государства, ранее, чем, например, за 4 года, или если это касается винограда, древесных, декоративных, плодовых культур, ранее, чем за 6 лет до указанной даты они не появлялись.
Еще один критерий – это отличимость. Селекционное достижение считается отличимым, если явно отличается от любого другого общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки. Другой критерий – это однородность. Селекционное достижение считается однородным, если с учетом особенностей его размножения растения и животные достаточно однородны по своим признакам. Также это стабильность. Селекционное достижение считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или в случае особого цикла размножения в конце каждого цикла размножения. Сегодня современная селекция растений, к примеру, позволяет нам создавать более продуктивные, эффективные, устойчивые к различным заболеваниям сорта растений, которые приносят, конечно же, свою пользу. Новый сорт картошки или кукурузы может стать урожайным и популярным, поэтому не игнорируйте важность патентования. Как и во всех случаях, заявка подается автором или поверенным. Но если селекционное достижение создано при выполнении служебного задания или служебных обязанностей, то право на подачу заявки принадлежит работодателю, если договором между селекционером и работодателем не предусмотрено было иное. Если селекционное достижение создано работником с использованием опыта, материала, технических и иных средств работодателя, но не в связи с, например, с выполнением работником служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, то право на получение патента принадлежит работнику. В этом случае работодатель имеет право на приоритетное использование селекционного достижения с выплатой владельцу патента компенсации, определяемой, конечно же, на договорной основе. Что же должна содержать заявка? Первое – это само заявление. Второе – это описание сорта, породы для сортов растений, анкеты сорта, для пород животных описание и их соответствие с существующей методикой по апробации сельскохозяйственных животных. Документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины за подачу заявки, либо освобождающий от уплаты пошлины за подачу заявки, либо дающий основания для уменьшения ее размера. Наименование селекционного достижения должно позволять идентифицировать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от названий существующих достижений такого же или близкого ботанического или зоологического рода. Оно не должно состоять из одних цифр, вводить в заблуждение относительно, например, свойств, происхождения, значения селекционного достижения, личности селекционера. Оно не должно противоречить принципам общественной морали. Предварительная экспертиза заявки на селекционное достижение проводится в двухмесячный срок после ее подачи. Сведения о заявке публикуются в официальном бюллетене не позднее 4 месяцев с даты завершения предварительной экспертизы заявки на селекционное достижение. В течение 6 месяцев с даты публикации заявки учитываются претензии любого заинтересованного лица на новизну. На период с даты публикации заявки и до даты выдачи патента заявителю предоставляется временная правовая охрана селекционного достижения. После получения патента владелец может запросить компенсацию за те 6 месяцев временного права у человека, который пользовался, к примеру, его достижением. Если говорить о сроках самого патента, то он составляет 25 лет с момента подачи заявки. Надеюсь, вам стало понятно, как сегодня защитить свои традиционные знания, а также селекционные достижения. Воспользуйтесь этим правом и не забывайте, что патентование может помочь вам заработать в будущем.